Всем добрый день, уважаемые коллеги, с вами Forex TV Online, ежедневный обзор текущей рыночной ситуации, с вами Макаров Алексей. Сегодня у нас 12 ноября 2013 года, время московское, 13 часов 2 минуты. Так, давайте приступим. Мы ожидаем в ближайшее время, буквально через 27 минут, блок данных по Великобритании. Блок данных достаточно обширный, индекс розничных цен в годовом выражении, базовое значение также в годовом выражении. В отношении месяц-месяц, индекс отпускных цен, индекс потребительских цен. Ну и после этого в 14:00 у нас речь члена правления Европейского центрального банка. Да-да, еще раз всех приветствую. Ну, соответственно, на рынках мы видим, что с самого начала европейской сессии, ну и даже в конце азиатской, на рынке достаточно динамичные движения. В большей степени эти движения наблюдаются у нас по иеновым парам. Доллар-иена пробила у нас максимумы цены и торгуется за уровнем 99.50. Фунт-иена также добила до своих максимумов. Евро-иена на уровне 132.80 никоим образом не остановилась. И буквально полчаса назад рассматривал я евро-иену, сидел, думал, продать, не продать. Вроде как на часах появлялось у нас потенциальное поглощение на продажу с отработкой пунктов 50-60, но к закрытию свечи в 13:00 поглощение, увы, исчерпало себя и не дало повод для рассмотрения краткосрочных продаж. Если говорить про евро, доллар, про фунт, фунт от вчерашнего сопротивления без какого-либо прокола спустился у нас к середине диапазона. Основными целями по фунту, за исключением дивергенций, которые присутствуют на часовом таймфрейме, служит у нас сейчас уровень 1.5910, и стремиться фунт-доллар будет именно к нему. Если говорить про Австралию и Новую Зеландию, то весомых откатов вчерашнего дня, понедельника, мы с вами не увидели. Что Австралия, что Новая Зеландия торгуются вблизи минимумов цены, которые были показаны на прошлой неделе. Ну и, соответственно, в текущий момент времени стоит более пристально присмотреться опять-таки к иеновым валютным парам, к золоту, который у нас торгуется практически на уровне 1270, да, в последние 20 минут видел торговлю на 1274, потенциал к 1251 все-таки остается более вероятным, нежели дальнейший подъем к более весомым уровням. Ну, сейчас на все это обратим внимание, помимо данных, которые уже проговорили, да, сегодня индекс экономической активности от ФРБ Чикаго в 17:30 по Соединенным Штатам. Здесь прогноз выше предыдущего значения на 0,01. Отчет о финансовой стабильности Резервного банка Новой Зеландии. Это уже практически завтрашний день в 0 часов ровно. В 3 часа по Новой Зеландии, Австралии. Также у нас индекс уверенности потребителей. Речь главы Резервного банка Новой Зеландии Грэма Уиллера в 3 часа ночи. Ну, по Японии в 3:50 заказано машины и оборудование. Базовое значение за сентябрь и по отношению к сентябрю прошлого года. Женя нам здесь пишет, что доллар-кат формирует двойную вершину. Ауди пошел к 50% северного движения всего. Так. Как думаете, новозеландец пробьет или отобьется? Ну, в текущий момент я считаю, что сходу минимум пробить не будет, а будет все-таки у нас возврат. Необходимо определить уровень для этого возврата. Соответственно, самое, что интересное за сегодняшний день, что меня безгранично радует, вообще полностью я сижу и просто любуюсь этим, так это боковик по евро-канадцу с потенциальным пробоем наверх, причем формат свечей в таймфреймах H1, H4 и M30 меня просто-напросто поражает. В данной валютной паре, так скажем, явно прослеживается борьба двух инструментов. Это евро-доллар и доллар Канады, которые, на удивление, рисуют свечи однонаправленные, что доллар-кат бычью свечу разрисовывает, что евро-доллар разрисовывает бычью свечу. Евро-канадец при этом дает предпосылки одной свечой полностью на бычий вариант исхода, второй свечой полностью на медвежий вариант исхода. Ну и, соответственно, максимум мы там буквально несколькими пунктами преодолели. Необходимо ориентироваться на закрытие 4-часовой свечи, которая у меня произойдет в 14:00, далее уже по обстановке. В целом, на долгосрок еврокат продолжает смотреться по нисходящей с точки зрения рассмотрения дневного таймфрейма, с точки зрения рассмотрения таймфрейма H4, но пока динамика в доллар-каде по восходящей, опять-таки с приближением к максимуму цены, соответственно,
Леха, с пятницы весь профит, так сказать, сошла. А вот и нет, Скорпион, нет никаких профитов. Единственное, что золото, и то я его не предоставлял в качестве смс-сигнала, потому что объемы могли выставить все разные, и этого я побоялся. Поэтому непосредственно Еврокат сейчас находится в просадке. Максимальная просадка по данной позиции 50 пунктов, потому что после этого сработает стоп. Ну и, соответственно, будем рассматривать иные позиции. В текущий момент в целом рассматриваю Еврокат все равно по нисходящему сценарию. Единственное, что боюсь я, что стоп 50 пунктов данного сценария может не выдержать. Но, тем не менее, будем держать. Это что касается Еврокада. Давайте перейдем к основным валютным инструментам. Техническая картина у всех появилась, я в этом не сомневаюсь. Сегодня в лучшем варианте, нежели вчера. Ну и, соответственно, начнем мы, как всегда, с пары евро-доллар, а далее пойдем уже по дальнейшим инструментам. Итак, в евро-долларе, в принципе, со вчерашнего дня особо никаких изменений у нас не произошло. Максимальные цены достигали уровня 1.3410. На текущий момент торгуемся 33.88 в целом, и глобально рассматриваю, продолжаю евро-доллар по нисходящей с целями на 32.50 на уровне 1.32. Пока предпосылок к волатильному снижению, к продолжению того стремительного падения, которое было у нас на прошлой неделе и на позапрошлой дважды, да, после бокового коридора, мы продолжили движение, да, и сценарий на дальнейшее развитие говорит нам о возможном повторении такой же ситуации, как и на прошлой неделе. Единственное, на текущий момент, дивергенция H4 у нас отработана, на часах, если посмотреть, есть потенциальное формирование дивергенции, наверное, резонанс она примет на отработку буквально пунктов 20-25, по моему мнению. Ну и в целом сегодняшний день, на мой взгляд, должен пройти все-таки под эгидой роста доллара США, что в евро, что в фунте, что в Австралии, в Новой Зеландии. То есть евро предпочтительно рассматривать на такие размеренные, по крайней мере, в боковом коридоре продажи. Каких-то предпосылок на укрепление, причем достаточно весомое укрепление, я пока не наблюдаю. Я думаю, что вот в таком же ракурсе продолжим медленно спускаться к уровню 33.28, после чего уже более активно начнем снижение в район 32.50. Уровень, который вчера для классического возврата определяли 34.98, сегодняшним днем можно сместить на уровень более низкий, потому что мувинг у нас приспускается, давая дальнейшие предпосылки на снижение в паре евро с долларом. И, соответственно, сейчас основной уровень сопротивления 34.60, прокола даже при каком-то действительно весомом подъеме, я думаю, на уровне 34.90 мы не увидим. Далее пара фунт-доллар. Вчера рассматривали потенциальный прокол до уровня 1.6040. Видите, что его не произошло. Стремимся достичь уровень 59.10, после которого, я думаю, что также продолжится волатильное движение с первыми целями, такими достаточно весомыми и красивыми, на уровне 1.5740, само собой не без откатов. Ну и в целом с прошлой недели те, кто продавали фунта, молодцы. На проволах мы, к сожалению, лично я этого не сделал, поэтому сейчас кусаю локти. И тот же самый уровень сопротивления вчерашнего дня, который изначально говорил на классический возврат, я не рассмотрел к продажам, побоялся продавать. Стоп мне в данной позиции не понравился, достаточно он был большой. Так, соответственно, 1.59. Если достигнем, по факту пробоя и перебития минимума должны увидеть с вами откат на том, что есть у нас 4-часовая дивергенция. Перерисовывается она в формат скрытый, соответственно, по факту преодоления приблизительно до уровня 1.59, 1.5790 я рассчитываю увидеть откат пунктов 40-50, после чего уже можно будет достаточно актуально продолжать рассматривать продажи, открывать новые позиции на отработку. На днях фигуры голова-плечи, либо тройной вершины, как кому больше нравится, с пробития поддержки на 4 часах. Все, в принципе, в таком же достаточно лояльном варианте. Уровень поддержки 1.5915, 1.59 ровно преодолеваем, и открываются у нас более весомые нисходящие цели. По фунту, конечно, движение крайне-крайне интересное на текущий момент времени. Так, по Австралии с долларом также видим, что, в принципе, классического отката к уровню сопротивления не увидели. Продолжаем идти по нисходящей. Соответственно, на текущий момент времени основные цели в паре
Австралия с долларом является уровень 0,93, ровно 0,9310, а после чего потенциально готов увидеть возврат к уровню 93.60, то есть пунктов 60 мы компенсируем приблизительно на фоне также наличия дивергенции 4-часового таймфрейма, которая должна, в принципе, на такое расстояние в пунктах отработать. Соответственно, сейчас пока продолжение нисходящего движения без каких-либо препятствий. Уровень 93, 92, 90, присмотритесь с точки зрения поддержки, но покупать отсюда на дивергенции против текущей тенденции я бы не рекомендовал пока, потому что сигнал только единственный. С точки зрения дождаться отработки дивера и по факту окончания отработки в дальнейшую продажу на 5-4,5 фигуры я только забуду и... честно говоря, буду рассматривать этот сигнал на продолжение. Здесь потенциально может сформироваться у нас, вспоминайте 2010 год, евро-доллар, какая там была голова плечи, которая в итоге отработалась, только после чего пошло у нас глобальное восходящее движение. Да, здесь, в принципе, можно увидеть повторение ситуации. Крайне красивая формация у нас возникает. Уровень поддержки 92.90. Откат – это формирование потенциально второго плеча в данной фигуре на днях, да, голова плечи, и, соответственно, дальнейшее снижение, как раз-таки, как мы рассматривали, фигур на 5, на 4,5, это уровень 0,88, 0,87, в принципе, все укладывается в рамки логического рассмотрения, и при потенциальном формировании фигуры это будет только усиление сигнала на дальнейшие продажи, целями которыми будут являться 0,88, 0,87. Далее, новозеландский доллар, здесь также динамика не в пользу новозеландца. Данный инструмент рассматриваю с точки зрения соответствия анализа здесь, в новозеландском долларе и в Австралии. Здесь уровень поддержки на сегодня является уровень 0,8193. Также есть потенциальное формирование дивергенции на 4 часах. Заметьте, она есть и по фунту, и по Австралии, и по Новой Зеландии. Единственный сомнительный вариант есть в евро-долларе, но там, я думаю, резонанс будет менее весомым и подъем будет менее сильным. Соответственно, по факту достижения 81.93, если открыть продажи, я бы посоветовал либо частично закрыть, либо просто переждать этот откат со стоп-лоссом без убытки. Если с точки зрения новой позиции рассматривать новозеландский доллар, то по факту подъема от уровня 81.93 до 82.20 и 82 приблизительно 30 можно так же, как в Австралии, рассматривать дальнейшие продажи. Здесь также, если ориентироваться по целям, которые открываются у нас, это уровень 81.24, то есть от текущих цен порядка фигуры пока можно спрогнозировать на продажу в данном инструменте. Это что касается новозеландского доллара. Далее, доллар-франк, в принципе, то же самое, что и в евро-долларе. Рассматриваю преимущественно на подъем. Точкой входа для меня будет являться преодоление уровня 0,9230. По факту локального присеста, как вчера сценарий рассматривали, можно рассмотреть дальнейшие покупки. Целями здесь являются на текущий момент времени, если сориентироваться по средним ценам, приблизительно 92.75, 92.90, то есть это основные цели на достижение в рамках ближайших 2-3 дней. Тут порядка 64 пунктов, ну, я не думаю, что будет идти крайне волатильно. В принципе, будет прослеживаться динамика на дальнейший волатильный подъем, где-то к уровню 95-95-50, но пока рассматриваем в достаточно консервативных рамках. Доллар-канадец продолжает, вот уже добиваем до уровня максимума, сейчас, вероятнее всего, пойдет у нас небольшой откат. Доллар-кат особо волатильно никогда не пробивал уровни своего максимума, тем более, если он торгуется преимущественно в боковом коридоре. Здесь мы видим, что уклон все-таки тренда есть у нас восходящий, ну и, соответственно, с точки зрения дневного таймфрейма, те, кто рассматривали вчера треугольник, это верхняя граница треугольника. Основные цели по канадскому доллару находятся у нас на уровне 1.0527, даже 1.0514. Нет, 1.0520 все-таки по средним ценам выдает у нас, ну, средняя 0.515, 0.520 на достижение в рамках сегодняшнего торгового дня, после чего увидеть откат, и можно рассматривать доллар-кат с потенциалом до 1.0564 и, возможно, даже 1.06 ровно. То есть по восходящей на пробой этой верхней границы, кому интересен треугольник, ну и, соответственно, дальнейшие перспективы уже будем рассматривать по факту достижения 1.0520 и наличию отката. Доллар-иена смотрим, что у нас здесь.
99.70 мы с вами остановились. Предыдущая свеча показывает нам, что уровень 99.75 как сопротивление все-таки виден. Здесь есть локальная дивергенция по нисходящей на таймфрейме H1. Я предполагаю, что с текущего момента потенциально мы можем приспуститься в район 99.40, то есть, грубо говоря, дать откат в 40 пунктов, после чего должен восходящее движение с целями на 99.87, то есть преодоление текущего и существующего максимума, который был сегодня показан. Ну и с точки зрения дальнейшего движения, я думаю, что потенциально могут открыться цели у нас за уровнем сотни. Но пока об этом говорить рановато. Фунт иена также дает нам предпосылки к тому, чтобы рассмотреть в перспективе покупки. Мы спустились к первому уровню поддержки, который вчера являлся у нас сопротивлением. Ну и, соответственно, сейчас я потенциально рассматриваю вариант с недобития до уровня 158.44, что по фунт-иене мы с вами продолжим движение где-то в район 158.88 по факту небольшого снижения. С чем это связано? Связано это в большей степени с тем, что все-таки доллар-иена стремится у нас по восходящей, и здесь фактором не является японская иена. Снижение в паре фунт-иена мы наблюдаем за счет общего давления на фунт Великобритании. Остальные пары смотрятся с иеной более перспективно и все-таки более, так скажем, серьезно, да, более устойчиво. Евро-иена смотрим, что у нас здесь. После свечи неопределенности, как ее можно назвать, пытаемся разрисовать свечу в медвежьем варианте. Ну, самый минимальный откат в евро-иене на текущий момент времени рассматриваю в район 133.10. Здесь порядка 20 пунктов должны пройти по нисходящей. С точки зрения средних цен на текущий торговый день мы можем с вами рассчитывать на снижение в район 132.80, тот уровень сопротивления, который мы вчерашним днем преодолели, и необходимо, конечно же, в классическом варианте к нему вернуться, да, сделать коррекционный возврат, после чего уже потенциально рассмотреть дальнейшие покупки опять на достижение уровня 133.62, но этот сценарий в евро-иене пока под вопросом. Опять-таки, обратите внимание, евро-иена под вопросом. Под самым большим вопросом, я бы так это огласил. Есть дивергенция на часах, которая как раз-таки должна привести сейчас к откату в район 132.80. Будем за этим следить. Евро-иену присматриваю я к продажам, пусть и краткосрочным, но все-таки есть у меня мысли продать в текущий момент. Сейчас 4 часовка закроется у нас в 14:00, и вот с этого момента потенциально приму решение на продажу данной валютной пары. Фунт-франки смотрим, поддержку увидели, 46.90, 47 ровно, но после небольшого отката за счет давления на фунт Великобритании все-таки прошиваем этот уровень и находимся уже на уровнях 1.4670, минимум пока не перебитый, ключевой отметкой для рассмотрения дальнейших продаж с потенциалом до 45.68 будет преодоление уровня 1.4650, до которого буквально 19 пунктов. Пока мы его не преодолели, сценарий на подъем в паре фунт-франк сохраняется. Опять-таки, здесь не за счет франка и не за счет доллара влияние и снижение идет, а за счет фунта Великобритании, поэтому это более локальный вариант движения по фунт-франку, а не общая динамика рынка. По евро-франку, в принципе, та же самая ситуация. Здесь мы видим, что не столь волатильно евро-франк снижается. Ну и здесь, опять-таки, ключевые цели для снижения находятся у нас в том же самом районе 1.2315, 1.2310. То есть максимальное снижение рассматривал в данный район. Далее по золоту смотрим, какова сейчас динамика. Ну, свечи на самом деле в текущий момент рисуются, конечно, для продолжения нисходящего движения. Что может смутить здесь? Ну, во-первых, наличие достаточно, так скажем, абстрактной дивергенции, да, которая, на мой взгляд, может привести только лишь к отработке до уровня 1286-1285 приблизительно, да, но основные цели на достижение за сегодняшний день, они достаточно размыты, и в целом я бы золото все-таки рассмотрел на дальнейшее движение уровня 1253 на достижение предыдущего минимума, как мы уже говорили, который был сформирован 15 октября этого года. Далее, по доллар-рублю смотрим, продолжаем восходящую динамику. Классического отката также по многим валютным парам мы не увидели. Основные цели 33.04, 33 ровно. Продолжаем восходящее движение. Доллар-рубль по факту достижения 33.04 откроют нам дальнейшие цели на достижение на 33.50. И, как всегда, к концу года мы видим с вами снижение стоимости российского рубля к доллару США. И, в принципе, я считаю, что эта динамика продолжится. 33.50 не за горами в данной валютной паре.
Так, по еврокаду смотрим, что у нас здесь. Ну, уровень максимум, как я и говорил, одним пунктом перебили. С точки зрения рассмотрения графики, в целом пара на текущий момент на краткосрочных таймфреймах М30H1 смотрится на дальнейшее восходящее движение минимум к уровню 1.4085. Тем не менее, если присмотреться на дневные таймфреймы, то здесь, опять-таки, с недели начнем. Здесь у нас есть недельное поглощение, которое, в принципе, к концу данной недели должно нам дать отработку в район приблизительно 1.3750, но пока вот начало недели не позволяет нам рассмотреть ввиду отката. Стоп достаточно короткий в позиции стоит, и, честно говоря, я очень сильно надеюсь, что до стопа не добьет, и все-таки сценарий недельного поглощения, который является крайне-крайне весомым сигналом на весомых таймфреймах, не позволит цене идти дальше вверх, несмотря на динамику в евро-долларе, то, что она, в принципе, сейчас на стабильном уровне, а доллар кат растет. Поэтому здесь влияние со стороны двух инструментов пока не позволяет активно отработать нам точки, которые были по нисходящей. Есть опровергающие сигналы, конечно, снижению по нисходящей. Средние цены 38.74 должны мы достигать на этой неделе. Ну, должны, опять-таки, в формате рассматривать достаточно таком не буквальном. Соответственно, есть дивергенция на днях по восходящей. В принципе, она должна дать свою отработку, но все-таки я считаю, что и средние цены, и недельное поглощение не должны дать какого-то резонанса сильного для движения по еврокаду по восходящей. Поэтому сейчас 4-часовка закроется, сориентируемся на то, как она закроется, посмотрим, как начнется следующий час, ну и, в принципе, будем принимать решение. Переворачиваться здесь в паре евро-канада на покупку я пока не готов. Ну, в принципе, по рынку откажусь только по факту того, как готов буду перевернуться. Австралия с Канадой, еще один кросс-курс рассмотрим. Здесь рассматривали с вами после пятницы снижение 98.30 уровень пробой. Здесь классического присеста, который нужен для входа в позицию, мы не увидели, после чего снижение все-таки состоялось. Сейчас отрабатывает дивергенция. Ну и, соответственно, сейчас основными целями, я думаю, даже коватый сейчас поставил уровень, является где-то 98.04, 98 ровно, и Австралия к Канаде потенциально, я считаю, с этих уровней 98.10 должна развернуться и пойти далее в нисходящем варианте. На дневном таймфрейме мы уровня поддержки еще не добили. Ну а вообще абсолютно классическим вариантом возврата и дальнейших глобальных продаж в данной валютной паре будет выступать уровень 98.30. Сейчас, чтобы точно не соврать, вернемся к 4-часовому таймфрейму. Даже чуть-чуть повыше, нет, 98.30 это заявленный уровень для продолжения крайне весомых продаж. Сейчас дивергенция начнет у нас отработку, как раз таки, я считаю, дотянемся. А далее, на мой взгляд, откроются у нас потенциальные цели на 0.9581. Это ближайшее, что готов рассмотреть, ну как ближайшее, актуальное, что готов рассмотреть с точки зрения среднесрочных позиций. Так, господа, какие вопросы у нас? НЗД уже рассматривали. Так, буду ждать 38.50, объемы маленькие, свапы положительные, я буду держать долго. Продавай не прогадаешь, Лариса купила. Интересно очень разговор строится, золото развернется, сомневаюсь, в ближайшие дни вниз медленно, конечно, вопрос только когда. А вот иена, Лариса, к сожалению, данную валютную пару не рассматривала, нефть, бренд можно рассмотреть. Честно говоря, как инструмент у меня не представлен здесь, поэтому... А почему фунт иена покупки? Алекс, по фунт иене ориентируюсь только лишь на вариант достижения максимума и общую динамику. В целом доллар иена смотрится у нас в принципе позитивно на дальнейшее движение. И фунт иена, на мой взгляд, снижается сейчас только за счет снижения в паре фунт. Да, вообще и давление на пару фунт. Если мы говорим о пробитии каких-то ключевых поддержек, то для меня сигналом будет являться именно пробой поддержки. Я, к сожалению, возможно и к счастью, не торгую форматом от сопротивления либо от пиков. Я торгую только по факту преодоления каких-либо ключевых для меня уровней поддержки и сопротивления. Поэтому по фунт иене на текущий момент пока за глобальные продажи я, честно говоря, сказать не могу. К сожалению, либо подтверждение, либо наоборот в опровержение чьих-либо прогноз. Через 3 минуты новость по фунту. Да, абсолютно верно, стоит к этому присмотреться. Алексей, мы за евро-ауди разговариваем. Евро-ауди. Ну, давайте посмотрим. Мексику посмотрите. Ты меня хочешь забыть, не путай. Закрывай покупки евро-бакса, пока в минус не ушло.
Ну, в принципе, тоже логично, пока мы находимся в боковике и не пробиты у нас ключевые уровни, я считаю, что, в принципе, позицию удерживать так же, как мы с некоторыми из подписчиков, соответственно, грубо говоря, не столь интересно, не столь комфортно, ну и в целом Еврокад заставляет понервничать несколько, несмотря на то, что риски все ограничены, все равно чувствуешь себя некомфортно, потому что хочется встать и заработать. Вот, поэтому здесь вариант такой, кручу-верчу, запутать хочу, 159.50 там уровень, мы в него уж сколько бьем, 159.50. Давайте фунт-иену и евро-австралию рассмотрим так скажем, 159.50, 159.50, если посмотреть, 159.50, согласен, сейчас было недобитие до этого уровня, 159.50, ну, достаточно интересно, конечно, рассматривать данный уровень. Сейчас еще разочек мы пройдемся по средним ценам в паре фунт-иена на текущий момент времени, что у нас есть. Так, ну, честно говоря, 159.50. Ну, бьемся, не бьемся, хорошо. Ну, в текущий момент, даже с той точки зрения, что у нас было недобитие этого уровня, поглощение есть, 158.50 уже. Ну, в рамках того, что мы рассматриваем на текущий момент, есть дивергенция. Есть дивергенция на 4-часовом таймфрейме. Ох, новость-то по фунту придала нам движение. Ну, по фунт-иене, вот это да. Поэтому, видите, не рассматривал, а оно есть. Фунт-иена 158.24. Алекс, поздравляю вас. Так, евро-аут переходим. Ну, с точки зрения дальнейших глобальных прав, честно говоря, не смотрю пока фунт-иену, потому что сигналов на это у меня, честно говоря, нет. Так, доллар-иен, посмотрим, что у нас здесь динамику посмотрим. Доллар-иен на месте стоит, евро-иен, по идее, тоже должна стоять на месте. Фунт-доллар должен у нас провалиться сейчас. Крайне хорошо. Ну, в принципе, фунт-доллар, конечно, несколько дискомфорт привносит к тому, что продавали мы его с 1.6090 аж, и стоп-лосс этот в ноль. Без убыток, конечно, да. 1.5860 уже торгуемся. Ну что ж, сценарий, я думаю, будет в том варианте, прямо мы вниз не пойдем. С откатом 59.18, я считаю, стоит продавать фунта. И Австралию тоже присмотреться к австралийскому доллару крайне глобально на продажу по текущей динамике. Евро-Австралия. Смотрим с точки зрения дальнейших продаж. Рассмотреть-то, в принципе, можно. Но, честно говоря, я считаю, что в ближайшее время Австралия будет ничуть не сильнее, чем евро. С точки зрения фундамента и технической картины по валютным парам, я считаю, что евро-Австралия будет торговаться в диапазоне между 1.4180 и 1.44. В принципе, глобально как-то на продажу данную валютную пару рассмотреть достаточно сложно. Ну, на покупку, в принципе, тоже. Евро-аут я бы оставил вообще вне рынка, честно говоря, пока в неведении. Так, доллар Канада, давайте еще разочек посмотрим, максимум перебиваем. Евро-Канада у нас на том же самом уровне торгуется. Пока все стабильно в данной валютной паре. Надеюсь, что каких-то серьезных изменений не привнесет. 1.5857, продолжаем нисходящее движение. По фунту, конечно, это крайне весомо. Фунт-иена. Фунт-иена 158.15. Опять я бы попал, наверное, на боковой коридор все-таки, если бы рассмотрел продажи евро-иена. Так, господа, ну что ж, профит по фунт-иене. Антон, поздравляю, продажи 50 пунктов взял на новости. Индекс цен вышел похуже прогнозов. Евро-фунт, ура. Лариса, фунт-иена летит. Евро-доллар, подскажите, идем за профитом. Алекс, я поздравляю вас с этим. И фунт-иену по вашим расчетам действительно крайне весомо, особенно перед новостью. Это приятно, когда быстро и много. Так, все, господа, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Макаров Алексей, Форекс онлайн, ежедневный обзор текущей рыночной ситуации. Встретимся с вами завтра в 13:00. На связи с вами Павел Далеков. Расскажет о своих точках входа, сценариях и так далее. Не забывайте о правилах управления капиталом. Это на рынке самое главное. Все, всем счастливо.